Республика Коми, Светлана Буковская, информационное агентство Коминформ. Вячеслав Викторович, в прошлом году Коми пережила настоящий шок. Прошли выборы с прекрасными результатами, с замечательной явкой, и через несколько дней случилось ОПГ. А вот Коми оказалась внезапно очень коррумпированной. Есть опасения, что новые выборы могут стать провальными, как по явке, так и по результатам для партии власти. И вот как сегодня поднять доверие к этой власти, и как повлияет на отношение к республике со стороны федеральных органов власти. Вот ни для кого не секрет, что результаты выборов учитываются при дальнейшем оказании поддержки региону. И дополнительно, коротенько, вот СМИ называют вас инициатором новаций, когда губернаторам запретят возглавлять партийные списки. Вот, прокомментируйте, пожалуйста. Мне кажется, на этом вопросе мы и закончим. На полчаса вопрос. Наталья Васильевна, как вас поддержит зал? Кто за обед, а кто за вопросы? Нет, я просто, чтобы здесь у нас никто обиженным не остался. Та власть сильна, которая не боится принимать решения в отношении своих представителей, если они нарушили закон. Поэтому, если люди нарушили закон, но при этом они популярны, они все-таки нарушили закон. Поэтому вот меру их вины и ответственности установит суд. Но что касается решений, которые приняты, коллеги, слушайте, завтра кто-то получит 99%, но при этом нарушит закон, и надо исходить из чего. Ну, закон не надо нарушать. Вот, да, конечно, это по престижу партии власти ударит, но, с другой стороны, это сильная сторона. Это сильная сторона, когда партия власти не побоялась, в широком смысле слова, взять и сказать об этом, что создано было ОПГ, которое занималось расхищением государственной собственности. Надо это просто объяснять людям и говорить, да, это вот ситуация, где надо было принимать решение, было принято решение. Выборы и губернаторы являются неформальными лидерами региональных отделений. Вот. В какой-то период времени они возглавляли региональное отделение, сейчас это не делается, потому что губернатор должен работать со всеми партиями и взаимодействовать должен, и ему помогает это, то, что он не занимает формальных должностей, как должность секретаря регионального отделения. Но когда идут выборные процессы, список губернатора возглавляет, в том числе потому, что он впоследствии опирается на политическую поддержку своих коллег, кто избирается в законодательное собрание, и, собственно, он с ними в постоянном диалоге. Это нормально, это та модель, которая, собственно, в мире существует. Но что касается выборов государственных, давайте дождемся съезда Единой России, потому что решение принято, что губернаторы не участвуют в предварительном голосовании. По определению они более рейтинговые, а вот кто возглавит список, это решит съезд уже. Поэтому подождем конца июня месяца, и все встанет на свои места, кто возглавит, кто сам будет избираться, потому что у нас в той же республике Коми губернатор будет избираться, поэтому ему надо идти на свои выборы, и тем более в регионе очень большом, с большим количеством проблем. И, как вы правильно сказали, в регионе, где в том числе будут задавать и вопросы о коррупции, и почему так произошло. Спасибо. Спасибо. Вопрос слева. Уважаемый